В Сыктывкаре с единственным концертом выступила легенда русского рока питерская группа ДДТ. Специально к представлению музыканта Юрия Шевчука привезли в столицу Коми 2 контейнера с оборудованием. А билеты ближе к началу концерта уходили с рук по 6-кратной цене от номинала. Грандиозное шоу неизбалованную местную публику не разочаровало. Репортаж Максима Васильева. Здравствуй, славный город героя Сыктывкар. Коми. Мы первый раз сегодня здесь. Но, как говорят музыканты, постараемся не облажаться. Открывая сольник, Юрий Шевчук идет в народ. Он лично здоровался практически с каждым, кого встретил, не прекращая при этом выразительно читать собственные стихи. А потом зазвучала музыка. Первый концерт легенды русского рока питерской группы ДДТ вызвал у сыктывкарцев небывалый ажиотаж. Кто-то покупал билеты еще за месяц до приезда команды Юрия Шевчука, кто-то уже накануне обращался к перекупщикам, совершенно не удивляясь 6-кратному увеличению стоимости. У спекулянтов цена на билет доходила до 7500 рублей. Сегодня публика ДДТ – это не только старые хипстеры конца 80-х, но и те, для кого в лихие 90-е Юрий Шевчук был чем-то вроде народного рупора. Остается им и сейчас. Те 90-е годы, да, это был, как мне кажется, наиболее яркий период. В его творчестве, последующее творчество у него немножко стало, вот, на мой взгляд, чуточку политизировано. У него и такие композиции появились какие-то довольно такие длинные. То есть мы больше тяготеем вот к тому раннему Шевчуку, дай бог ему здоровья. Я люблю многие песни этой группы. Они, в общем-то, поют о том, о чем думают, о чем говорят вообще везде. То есть не скрывают. Скрывают проблемы. Вот. Ну и, в общем-то, их стихи и музыка мне нравятся. Да, пожалуй, можно назвать рупором, потому что скрывает он такие проблемы насущные, скажем так, именно в это время. Скажем, когда во времена перестройки он открывал какие-то одни лица, предположим, а сейчас немножко другое. И все равно его песни все равно насущные, все равно, так скажем, своевременные. От неожиданных сюрпризов до ожидаемых хитов особый восторг у местной публики вызвал сольный номер на барабанах в этот вечер, посвященный оленеводам Коми. Электрическое звучание нисколько не уступало традиционной акустике. Главный сюрприз – сольное выступление бэк-вокалистки Алены Романовой. Обладательница гран-при конкурса «Голоса России» буквально очаровала зрителей своим фолк-роком. А затем настало время нетленных хитов, большую часть которых публика пела хором. «Мы не попса, мы не отбываем на сцене номер», подчеркивал позднее журналистам Юрий Шевчук. «Наша задача – заставить сопереживать, поэтому и концерты ДДТ все же больше театральное шоу, рефрен которого «Подышим вместе». Я никогда не пою по баням, мы ни разу никогда не пели на каких корпоративах. Но это пошло для рок-н-ролльщика. Рок – это свобода, внутренняя свобода. Но мы всем рады, кто к нам приходит. Начальство приходит. Здорово. Хотелось бы мы работаем, сказать. потому что каждый для меня человек. Я пытаюсь найти другую формулу. Я пытаюсь, вот все, кто на нашем концерте, все люди. Я говорю, мы все люди, давайте что-то думать. Мысли о судьбах России для нестареющего ветерана русского рока актуальны и сейчас. Юрий Шевчук читает французских философов, у него более чем скромный райдер-лист, ему снится водный поток на Маховой, и он мечтает о справедливости. Но любовь спасет мир, 100%. Апостол Павел сказал, любая истина, сказанная без любви, есть ложь. Очень мало любви, очень мало добра. Ну, конечно, кулаки тоже должны быть, безусловно, чтобы защищать слабых. Безусловно, все должно быть. Мир очень сложен. Есть 2 тайны в мире, сказал один монах, Господь и человек. Мы очень сложные вообще. Мы не такие простые, какими нас рисуют на плакатах. Мы и молодежь сейчас
Я думаю, 20% нашей молодежи очень активная, харизматичная, знающая, мощная. И если эту молодежь не перебьют где-то в очередной войне, она доживет до ну, как бы сказать, обрастет мышцами и ментальными. И, в общем, она, конечно, вытащит Россию. Сыктывкар – 23-й по счету город в международном мегатурне ДДТ. Публика Юрию Шевчуку понравилась. По словам рок-певца, он увидел живые сопереживающие глаза, а значит, и на этот раз он выступил не зря. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Максим Васильев, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.